Ребята, всем привет! Сегодня у нас вот такая альфа. Это наш уже постоянный клиент. Вот. Таких у нас много уже постоянников, поэтому все, кто у нас обслуживается, вроде бы как нормально. В общем, будем ему заливать сейчас масло свежее. Что еще? Антифриз поменяем на минус 50 ДСЛ. Также будет у нас прокачка тормозов. Ну, на прокачку он завтра приедет. Тоже надо будет поменять жидкость, потому что она у него, во-первых, не хватает немножко в бачке. Вот. Сегодня я просто долью, а завтра мы уже конкретно сделаем прокачку всей системы. Ну и она уже темненькая. Никогда в жизни здесь не менялась. Свечки будем еще менять. Свечки буду ставить Денса. Иридиум ТТшные, хорошие свечи. Хозяин сам купил. Мы только сделаем замену. Ну, купил по рекомендации. Вот, что еще? Из масел порекомендовал Автобакс. Будет у нас Автобакс залит. У нас эти масла будут, поэтому тачка обслуживается у нас. И по цене это адекватное масло. Нормально, в принципе. И что еще? Фильтры будем менять. Ну и в принципе все. И ТСЛ жидкость в обоих контурах. В инверторе и там. Ну, в принципе, как бы вот такая работа. Жидкость в инверторе залита минус 30. Сейчас вот достал. Как показать-то? Покажет, не покажет. Как-то я делал в свое время, помню. Да, вот смотрите. Минус 30 почти. Ну, 32. Вот где граница синенького идет. Это у нас. Да елки, упасть не могу. Вот. Видно, что минус 32. Будет залито минус 50. Если в инверторе такая залита, значит в контуре ДВС то же самое все. Поэтому будем нормально заливать антифризик. И антифриз уже ездит тут давно. Вот, по маслу. Масло тоже залито уже. Ну, уже, смотрите, черное. Даже не надо смотреть на щуп особо. Его и так видно, что оно черное. Вот. Отъездила. Нормальный пробег. Свечки тоже выкрутим, посмотрим, покажу. Ну, как-то вот такая работа. Такой наборчик будет у нас. ТТшные свечи, Автобакс, ТСЛ. Такие фильтра установлены. Ну все, готовлю автомобиль, сейчас сливаю жижи. Это сливается жидкость с инвертора, масло. Вот, выкрутил пробочку и вижу, что вот такой вот налет. Видите, да? Вот этот налет, он образуется и в инверторе в самом. То есть, когда это происходит, когда долго очень не меняешь антифриз, и если антифриз низкокачественный, вот, такой налетик будет. Этот налет образуется в системе инвертора, тоже там дорожки охлаждаются, там каналы очень тоненькие, и он может забить канал, и из-за этого выходит из строя инвертора. Очень часто перегреваться начинают и выходит из строя. Поэтому, ребята, приусоводы, кто там говорит, что по 10 лет не надо в системе менять антифриз, вот, задумайтесь. Ну, как бы, не хочу никому, как бы, в принципе, навязывать, ну и что-то там, типа, он что-то там умничает или еще что-то. В принципе, машины ваши, как бы, вам их, на них ездить и вам их ремонтировать и со своего кармана бабки выкидывать. Как бы, вот, я вам показываю, как обстоят дела, когда очень долго антифриз не меняешь. Вот такие дела вот. Ну, такой налет здесь вот бывает, но самое хреновое, что он в самом инверторе. Там дорожки есть, и когда по каналам ходит эта вся антифриз и охлаждает, и вот он забивает эти каналы. Вот такой вот налет. Вот такие дела вот. Все, ставьте лайки. Вот такой вот кусочек отсюда выковырил. Вот он. В принципе, такого кусочка хватит, чтобы серьезно что-то подзабить. Так, ребята, приехал к нам шатлик после пробега. Ну, то есть мы заливали в него очиститель инжекторов.
Вот. И после этого хочу посмотреть сейчас диагностика, что покажет, какие пропуски по зажиганию, что изменилось. Ну, по слов хозяина говорит, что подинамичнее, да, стало ехать. Да, бодрее. Вот. Ну, посмотрим. Главное, чтобы пропуски ушли. Здесь у нас была ошибка победной смеси. Загоралось 4 лампочки, СТБА, ВСА. Ну, короче, все полностью эти вспомогатели отключились. Вот. И сейчас посмотрим, открутим одну свечку и посмотрим, что у нас здесь. Какой нагар. Вот так, шатлик у нас какого? 17-го года. Да, восстановили мы ему коробочку. Тоже приезжал у нас буквально по осени. Ну, в принципе, как бы работаем. Так, шатлик у нас 169 190 пробега уже вот. Пробег у него серьезный. Так, заходим в двигатель. Будем смотреть сейчас, какие ошибки присутствуют, нет. Замороженные подходы. Замороженных подходов нету у нас уже, это уже хорошо. Как бы проехал на этой смеси почти 2 бака. Сюда заливалось 0,5 ацетона. Начало было, да? Один бак отъездил. И в следующую присадку мы залили сервис лайновскую. То есть домыть это все дело. Сейчас посмотрим, как двигатель у нас работает. Так, ЕВ, спорт. Сейчас посмотрим, что у нас по пропускам, по зажиганию есть, нет, ушли, меньше стало, больше стало. Ну слушай-ка, ну совсем другое дело. Что сейчас на каком? Ну у тебя сейчас все равно они есть в третьем, во втором цилиндре, да? Но было-то намного больше. Было в первом 10. Угу. Везде было. В первом 0 сейчас. Не, вообще лучше стало, слушай. Но вот что-то второй не домылось, что ли. Как бы. Немножко есть. А может быть это, знаешь что? Свечка, да, сраная. Сейчас поднакидала под него. Сейчас мы во втором цилиндре как раз таки и открутим свечку, посмотрим, что с ней. Если свечки почистить, я думаю, может быть еще меньше станет. Так, подроссельки у тебя 9,4, ну чуть-чуть подгадилась, но нормально. Ну, вот, ребята, вспышек намного меньше стало. Было у него, я помню, что что-то около 30-ки на втором цилиндре точно было. Даже больше, по-моему. Ну, раз она в ошибку ушла, а в ошибку она уходит где-то 50-60 даже примерно вспышек уже на цилиндр, когда идет. Вот. А здесь у нас, в принципе, на хондах одна вспышка, это почти что везде так нормально. Очень редко машин приезжает, где нету совсем по нолям. Короче, второй цилиндр чуть-чуть не домыло, но а так нормально. Короче, тема работает. И как бы не торопитесь выкидывать форсунки там или еще что-то. Вот можно, в принципе, их почистить таким способом. Да, и сейчас скоро придет у нас аппарат. Там уже не надо будет, в принципе, ездить. Ну, самый простой способ — это залить в бак и откатать баки. Это самый простейший способ, но надо ездить. Надо ездить, правильно ездить, знать, как ездить. И как бы на оборудовании это делается проще. Снимаются форсунки, ставятся на оборудование, заливается та же самая, в принципе, химия, только более высококонцентрированная. И все это дело промывается, как на автомобиле. Можно колбу подключать, тоже такой способ есть. Вот у нас будет все эти способы будут. Вот. Ну все, в принципе, как бы так. Ну что, выкрутили мы свечки. По состоянию свечи. Здесь закручены какие-то некачественные саты. Свечки. Ну, зазор присутствует, нагара нету. Все чистенькие, в принципе. Свечки были полуоткрученные. Так, смотрим эндоскопию. Смотрим цилиндр первый. Вот ханинговка хорошая. На поршне большие отложения. Вот в месте, где била форсунка, вот здесь примерно она била. Это значит, что где-то на противоположной стороне она.
Это клапана у нас получается. А вот, по-моему, она и есть, что ли. Видишь, где чистенько более-менее, зона чистая. У нас вот эта сторона же чистая более-менее. Где-то вот здесь химия работала. Вот она походу, ага. Торчит. Вот здесь хорошо подмыло. А серединку она вот куда не доставала, получается, впрыска недостаточно. Ну, в принципе, как бы вот такая картина у нас. Эндоскоп маленечко греется, там температурка еще есть. Он тоже кокса очень много. Есть нагарчик. Он уже такой отошел, конечно, но много. Тут не развернешься. Вверху поршень стоит. На этой машине его опустить никак. В Альфу залил масло свежее. Жидкостя. Помпа циркуляция идет нормально. Чуть-чуть видно, что поток идет. Сейчас печка работает на полную. Сейчас ждем, когда термостат откроется. Пускай немножечко работает. Здесь тоже сейчас развоздушится немного. Ну и все, осталось свечки крутить, поменять. Можно собирать аппараты и все, будет ездить еще. Все, в книжку запишем. Крутил свечки с этой Альфы. Свечки выглядят вот так. Уже здесь вот нагар пробивает. Ну и видно, что зазорчик ушел. Ушел зазорчик. Сейчас посмотрим сколько. Зазорчик 45. Ну, практически. Новенькие свечки. ТТшные, иридиум. Ну, эти свечки с завода отходили. 167 тысяч пробег. И 167 говорю, вру. 167, какие 167? Ну, может быть и 167. Посмотрим сколько. Так, 167, все верно, не соврал. Вот эти свечки отходили 167 тысяч километров. Оригинальные. Вот так вот. Но я сомневаюсь, что эти столько отходят, конечно. Ну, тем не менее, менять их уже пора. Все, Альфа от нас уезжает. Обслужили. Такая вот машинка такая. Или свечки. Сейчас делаем повторную диагностику. Поменяли первый и второй цилиндр. Поменяли катушки местами. Свечки местами поменяли. Всем по-другому показывает. Смотри, 2 теперь в третьем, Да. а 3, 5 пропусков в третьем цилиндре, в четвертом 2. Но уже это лучше. Двигатель закоксованный. Надо делать прочистку камеры сгорания.
И свечки поменять надо. Свечки были выкручены почти все. Ну, работа лучше цилиндров. Все равно вот это уже постабильнее. Не как вот 10, да? Там 20, там больше. Более-менее. Короче, катайся пока. Там видно будет. Уже ошибка не будет выходить. По шаттлу такой, что в принципе как бы химия сработала. Пропусков стало намного меньше. Но они все не ушли. И тут уже как бы посмотрели мы эндоскопом камеру сгорания, она очень сильно была закоксована. То есть сейчас в следующий раз этот автомобиль приедет, мы будем менять ему масло уже с промывкой масляной системы полностью. Будем немножко раскоксовывать этот движок, потому что пробег у него серьезный. На таком пробеге вполне себе вероятно может уже быть кокс. Тем более она ездила на 95-м, по-моему, раньше она ездила. Поэтому посмотрим, короче. Попробуем мы его раскоксовать. Убрать этот весь нагарчик. Помыть его чистенький, чтобы был движок. Ну, он еще будет бегать сколько? Ресурс у него по 300 тысяч. Они бегают, в принципе, нормально. Вот. Будем работать автохимией.